Всем привет, друзья! Вы на канале Distraction Test, и сегодня у нас интересная вещь. 5 лет назад мы снимали этот автомобиль и показывали, как бюджетно свапнуть сюда УЗ. Теперь мы показываем, как бюджетно турбануть этот УЗ. Поехали! Итак, друзья, что изменилось за 5 лет, да? Естественно, автомобиль преобразился, покрасился, исправил все косячки, но прошло с покраски уже 3 года, получается, назад его красили. Конечно, мелкие косячки вам появились, но это не суть важно. Важно тут то, что стоит именно под капотом. Так что давайте сразу к нему и посмотрим, что там у нас. Итак, вы видите, что двигатель, собственно говоря, не изменился. Вообще, когда мы снимали этот Марк, этот двигатель не был такой популярный в плане свапа в маркообразные и вообще в любые другие машины. То есть тогда это стоило дешево, просто и все такое. Сейчас это все стоит, конечно же, дорого, поэтому не факт, что вам получится бюджетно это все дело собрать. Но именно на этом варианте все получится довольно бюджетно. То есть двигатель собрали примерно в 40-50 тысяч рублей. И вот это, примерно, столько же стоит. У нас тут Haltex 35, ну тут пара фитингов, интеркулер, коллектора вареные сами, ну самодельно, то есть ничего такого сложного особо тут нет, можно все сделать, если руки, как говорится, где нужно, находятся. Ну и пара силиконовых пайпингов и все, собственно говоря. Да, для идеала нужно поставить сюда, у меня получилось поставить сюда другой компьютер, который можно нормально настроить. Ну и тогда эта машина покажет полный свой потенциал. Но тут получается сток 0.5. И для каждодневной езды этого, в принципе, достаточно. Так что давайте проверим, как он поедет. Итак, друзья, оказались внутри. В общем, что тут сказать? Изменилось что? Настроили машину с помощью Савка и используя ШЛЗ. Конечно, нужно в идеале другой комп, там все дела. Но мы же типа говорим о бюджетном, о турбанувстве там или чему-то такого. Поэтому, используя то, что есть, то, что дешево и просто. Соответственно, вот так. Едет это все на 0,5. В целом должно поехать достойно. Вот сейчас. И по 80 едем, и в Палас. Уже это прямо появились жесткие верха. Единственное, что да, вот его конкретно настроить, если взяться, то он прям хорошо поедет. Блока еще Торсон сзади стоит, я забыл сказать об этом. И ну, тормоза сток Дурик. Можно поставить сенсоры, тогда будет вообще песня. Но и так в целом все по стоку, все аккуратно, бюджетненько и хорошо едет в целом. Так что вот так.
что, друзья? Что мы скажем в итоге? Спустя 5 лет, как мы сняли этот автомобиль, он теперь турбанулся, поправил внешность. Теперь мы ждем какой-то новой доработки, новые интересные вещи от этого автомобиля. И самое главное, что именно все очень бюджетно, но в то же время никакого колхоза, никаких корчелыжничества, этого всего нет. И это нас всех с вами радует. С вами был Александр Бабков. Подписывайтесь на канал, лайки, подписывайтесь в TikTok, Instagram, WhatsApp, Viber, все дела. Всем пока.